Для чего Аллах сотворил людей, заведомо зная, что в судный день большая часть из них попадет в ад, Джаханнам? Разве это не ставит под вопрос милость Аллаха? Значит ли это, что Аллах намеренно желает поместить большинство людей в ад? Итак, вопрос, для чего Аллах сотворил людей, заведомо зная, что в судный день большая часть из них попадет в ад? Человек — это уникальное и одно из самых прекрасных творений Аллаха Субханаху ва Тааля. В отличие от других творений, которые полностью повинуются Аллаху Субханаху ва Тааля, слушаются Аллаха Субханаху ва Тааля на все 100%, будь это растения, звезды или же солнце, животные, птицы, все они мусульмане и повинуются Аллаху. Помимо прочего, Аллах сотворил еще два вида творения. Аллах сотворил джиннов и людей. Люди превосходят джиннов и обладают свободой выбора. Они могут либо слушаться Аллаха, либо не слушаться Его. Если же, получив свободу выбора, человек повинуется Аллаху Субханаху ва Тааля, слушается и следует Его предписаниям в Коране и в достоверных хадисах, то он намного превосходит ангела, который не имеет права выбора и повинуется предписаниям Аллаха Субханаху ва Тааля. Таким образом, человек, который обладает свободой выбора и может по своему усмотрению принимать решение слушаться или не слушаться Аллаха Субханаху ва Тааля, и если после этого он следует предписаниям Аллаха, то он становится даже выше ангелов, поскольку ангелы не обладают свободой проявлять неповиновение Аллаху Субханаху ва Тааля. Таким образом, он создал новое творение. Если же вы стремитесь добиться совершенства или же высшей степени качества в чем-то, то шансов на успех у вас будет меньше. Например, если вы пришли сдавать экзамен за 10 класс, то большинство пройдет его. Если мы возьмем экзамен для получения степени бакалавра, то многие сдадут его, но уже в меньшем количестве по сравнению с 10 классом. Если же мы возьмем экзамен для получения медицинского диплома, то процентное соотношение сдавших экзамен будет меньше, чем, скажем, в случае гуманитарных или научных предметов. Если же мы возьмем докторский диплом, то процентная доля тех, кто успешно пройдет экзамены, будет значительно меньше тех, кто его провалит, поскольку это очень сложный экзамен. То же самое и в данном примере. Это своего рода экзамен. И Аллах наделил нас свободой выбора. Поэтому нельзя сказать, что Аллах определяет их в ад, поскольку Он предоставляет им выбор. На самом деле Аллах милостивый. Он говорит: если вы станете просить прощения, я прощу вас, особенно в месяц Рамадан. Он говорит: просите прощения, и Аллах простит вас. Какой бы грех вы ни совершали, любой грех, будь он величиной с гору, если вы попросите прощения и покаетесь, иншаллах, Аллах простит вас. Но мы, будучи людьми, проявляем неблагодарность к Аллаху Субханаху ва Тааля. Мы оступаемся, просим прощения, а потом снова грешим. В этом и есть испытание. Как Аллах говорит нам в 3 суре Аль-Имран, в 185-м аяте: «Каждый человек вкусит смерть. Но только те, кто успешно достиг своих жизненных целей, попадет в рай». Жизнь в этом мире всего лишь игра и забава. Аллах говорит в 67-й суре Аль-Мульк во 2-м аяте, что Аллах сотворил жизнь и смерть, чтобы испытать вас, чьи деяния будут лучше. Следовательно, мирская жизнь — это экзамен, от результата которого будет зависеть ваша грядущая жизнь. Аллах самый милостивый и милосердный. Мы Его уникальное творение, одно из лучших творений Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы проходим испытания. Представьте, что на экзамене по медицине врач дает неверный ответ. Никто не будет надеяться на то, что преподаватель скажет: «Я добрый, поэтому вы пройдете». Если преподаватель сжалится над врачом в экзамене, то врач, приступив к работе, вместо того, чтобы лечить, будет убивать людей. Поэтому необходимо следовать правилам. Даже если вы и добрый, следует принимать только правильные ответы на экзамене. Если вы пройдете экзамен, вас ждет джанна, то есть рай, а если вы провалите, то джаханнам.